Студенческий театр «МОД Сударушка» готовится покорить столицу. Дизайнерские коллекции одежды, созданные в стенах Хакасского колледжа профтехнологии, экономики и сервиса, будут представлены на международном конкурсе в Москве. О подготовке к серьезным испытаниям и о подводных камнях репортаж Натальи Гармашовой. Коллекция одежды «Оранжевый цветок» – это и счастливый билет, и одновременно талисман студенческого театра «МОД Сударушка». Именно в этих исключительно подиумных нарядах девушки завоевали высокие награды в конкурсах в Красноярске, Абакане. И вот уже в конце марта символичный для Хакасии оранжевый цветок увидит Москва. На международный конкурс «Планета искусств» студентки везут сразу две коллекции. Вторая – ахроматическая версия. Каждую вот такую эксклюзивную вещь вполне можно носить и в повседневной жизни. Здесь разные комплекты одежды, учтены все модные тенденции, брюки, кюлоты, туники. Даже вязаные изделия сейчас в тренде. Мы взяли традиционные хакасские узоры и, подобно скандинавским, вышивали на полотне трикотажном. Полным составом, то есть 7 человек, в Москву Сударушка отправится впервые. Основной объем средств на поездку уже собран и силами педагогов, и студентов, и спонсоров. Однако 4 дня в столице потребуют немалых расходов, поэтому юные таланты не откажутся от любой посильной поддержки неравнодушных жителей республики. Но очень важно мотивировать наших девочек на успех. В общем-то, он у нас есть успех этот, и мы на него настраиваемся. Мы в Москву едем за первым местом, чтобы они знали, что можно выезжать, можно себя показывать, что у нас хороший уровень. Жюри будет оценивать не только коллекцию, но и мастерство моделей. Поэтому сегодня девушки оттачивают каждое движение. Особое внимание уделяют второкурснице Айране. Она тоже успешно осваивает профессию конструктора-модельера. В швейном цеху для особенной студентки обустроено специальное рабочее место. И это не случайно. На базе колледжа уже 2 года официально действует Центр инклюзивного образования инвалидов. Сегодня здесь получают разные профессии и одновременно учатся быть общественно активными и полезными 55 ребят с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков республики. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.